Всем привет! Меня зовут Агнес. Я Кристина. Сегодня мы будем декорировать стул в стиле шеби-шик. Для этого нам понадобятся меловые краски, шалки, наждачная бумага, кисти и шаблоны. Наверняка у многих есть дома старая мебель, которую хотелось бы обновить. Сейчас весна, и на даче наверняка найдется какой-нибудь старый стул. Кристина, как тебе этот стульчик нравится? Очень интересно. Я думаю, идеальный вариант в каких-то подержанных кескусах купить интересной формы стул с интересным дизайном. Может быть, где-то он состарился, где-то, может быть, какие-то погрешности, неровности. И все это интересно обыграть, дать новую жизнь. Ну, для начала мы стул, конечно, должны немножко почистить. Сначала его моем просто мыльным раствором водой, а потом шкурочкой пройдемся. Чем хороши эти краски, что очень сильно счищать слой краски или лака не нужно. Кристина, давай начнешь ты чистить стул. Обратите внимание, что никогда против волокон не шлифуйте дерево. То есть, если идет как рисунок дерева, так и чистим вдоль по дереву. Потому что, когда мы будем красить, то эти поперечные полоски проявятся на краске. Конечно, если делать настоящую реставрацию стула, когда профессионалы разбирают полностью на все детали, мы делаем проще. Мы просто его чистим, моем и подготавливаем к следующему этапу. Ну вот, мы закончили чищать. Нужно теперь влажной тряпкой все протереть, весь стул, все детали, снять эту пыль лаковую. И теперь переходим по краске. Краски нам представлены магазином Kunst Hobby Галерей. Это меловые краски от фирмы Viva Decor на меловой основе. Они матовые. Кристина, выбери оттенок, который ты хочешь. Я думаю, что вот этот интересный будет. Цвет умбра очень интересный. Красить можно двумя способами. Можно одним слоем покрасить, а можно двумя контрастными красками покрасить. Краски очень густые. Видите, какая она густая, кремообразная краска. У нее очень хорошая покрывистость. И вы можете красить как пластмассу, так стекло, дерево, все, что вам захочется. Можно ли потом или нужно ли как-то закреплять, может быть, лаком для устойчивости? Нет, краски шалки Viva Decor не требует покрытия лаком. Вот мы перемешали, получилась однородная такая густая сметанообразная консистенция. И начинаем красить. Красить можно как спонжиком, также можно и кисточками. Кисточками мне больше нравится, потому что тогда красивый винтажный эффект получается. От краски остаются полоски, и они тоже добавляют эффект. Можно любой кисточкой красить, но мне больше нравится щетинка, именно у нее достаточно твердый ворс, и оставляются маленькие полосочки от краски. И начинаем красить. Вот если вы оставили краску, и у вас она немножко загустела, ее можно разбавить водой. Но я бы не советовала много воды. Все-таки это эффект меловой краски, и она должна оставаться матовой и непрозрачной. Краска очень быстро сохнет, и она устойчива к погодным условиям, то есть эту мебель можно и на улице оставить. Когда мы прокрасим сверху, мы должны будем перевернуть стул и прокрасить нижние части, чтобы все детали были прокрашены. Ну вот, наш стул покрашен. Видите, он получился достаточно матовый и светлее, чем казалось в начале. Для того, чтобы закончить этот стул, мы должны сделать потертость. Для этого мы берем наждачку и все выпуклые углы начинаем протирать до фактуры дерева. А ведь можно сделать и несколько слоев. Сначала, скажем, умбру, которую мы брали, а потом сверху наложить более контрастный, желтый, например. Да, конечно. То есть сегодня мы делаем стул в один слой. Но если мы хотим более винтажный стиль и интересный, то мы можем покрыть его сверху контрастной краской, даем высохнуть и протираем. А если вдруг что-то не получится, скажем, сильно я потерла и у меня слишком много начинает проявляться дерево, можно ли заново покрасить? Можно, конечно, заново покрасить, но я думаю, что в стиле шеби-шик или винтажный это все допускается.
А с другой стороны тоже здорово. Надоел стул, надоела какая-то мебель, покрасил краской, оп, уже что-то новенькое, что-то другое. Да, это дает возможность фантазировать. Мы его, конечно, не оставим таким скучным, как сейчас мы делаем. Мы еще будем продолжать с ним работать. Итак, у нас стул уже подготовлен, и мы его еще декорируем шаблонами. Шаблоны у нас бывают разные, то есть у нас есть шаблоны одноразовые, многоразовые, есть с клеем и без клея. Это часто вопрос задают, с клеем или без клея. Вы не волнуйтесь, когда вы покупаете шаблон без клея, всегда сможете спросить у продавца, есть ли клей для шаблонов. Этот клей для повторного приклеивания, и мы можем воспользоваться им для того, чтобы шаблон хорошо прилегал к поверхности. А как действует этот спрей? То есть он как клееобразный? Он легкий клей называется. То есть он для шаблонов используется для того, чтобы шаблон прилегал плотно к поверхности, на которой мы будем наносить краску. Поэтому ты наносишь расстояние 20 сантиметров по всей поверхности. Постарайся это, скажем, нанести равномерно. И что важно, что мы сразу шаблон не прикладываем к поверхности. Он должен немножко подсохнуть. Если мы нанесем сразу, то эти пятна перенесутся на нашу поверхность. Особенно это важно, когда мы делаем на ткани. Ну вот мы выбрали центр. Фиксируем, просто немножко продавливаем. Прижимаем немножко шаблон. Удобнее всего шаблоном работать с губочкой, набивать рисунок. Выбирай краску, которая тебе нравится. Мне кажется, что будет нежненько и интересно, наверное, такой контраст. Опять же, обязательно перемешиваем краску, она густая. Сразу не наносим, возьмем ложечкой, перемешаем до однородной массы. Такой цвет клубничного йогурта. Ну что, поехали? Поехали! И как мы теперь поступаем? Пока краска свежая, мы убираем шаблон или ждем все-таки? Мы сразу убираем шаблон, как только мы нанесли. Мне кажется, что можно еще задекорировать спинку стула. Для этого мы, наверное, опустим стул, чтобы было удобнее работать. Берем этот же шаблон, мы его помыли. И такой достаточно увлекательный, интересный процесс. Из старой привычной вещи делать новое, необычное. Ну вот, наш стул почти готов. Как я говорила, что у нас все-таки потертый стул, и шаблоны не могут так ярко смотреться, поэтому, чтобы они смотрелись гармонично во всей композиции, то мы его немножко сошкурим. Вот, я думаю, достаточно здесь. Все снимаем. Смотрите, какая красота у нас получается. Ну вот, пожалуй, наш стул готов. Мы покрывали стул одним цветом и при помощи шаблонов его декорировали. Также можно его покрасить вторым слоем краски и зашкурить. Мы сделали второй стул в другом порядке, то есть мы покрыли этой же серой умброй краской, а сверху покрыли розовым цветом. И также его сошкурили. На некоторых местах, такие как эффекты потертости, да, помимо видите, дерева еще и краска. Да, здесь видно, что 3 слоя просвечивает дерево, темный цвет краски и светлый. От этого он только интереснее стал. Мастер-класс закончен. Вот такие замечательные стулья у нас получились. Задавайте вопросы свои в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем. Пока-пока. Пока.